Ну вот я сегодня вышла из больницы, не знаю, куда идти. Пенсионерке Тамаре Федоровне после пожара на Рихарда-Зорге пришлось снять гостиницу. Предоставленная комната в общежитии, по ее мнению, для жилья непригодна. В самом коридоре общежития все трубы сантехнические закрыты досками. Вот. А это все наружу стоит в этой комнате. На потолке дыра заткнута поролоном. Я не знаю, как можно жить в этом помещении. Впрочем, это не самая главная проблема. Сгоревший дом собираются восстановить. Но Тамара Федоровна, как и все другие жильцы, против этого, так как, по их словам, пожар здесь происходит уже третий раз. Жильцы это просто боятся, что снова подожгут, потому что у нас не первый раз этот пожар. Самый первый пожар у нас произошел 17 июля 2015 года. Тем не менее, решение уже принято, и смета по ремонту составила 3 миллиона 600 тысяч рублей. И это только на муниципальные квартиры и общее хозяйство. Собственники остальных помещений расходы понесут сами. Мы будем работать предприятиями, самими собственниками, чтобы спонсоры помогли при ремонте. Ожидается, что к лету жильцы вернутся в свои квартиры. Но бывают и случаи, когда погорельцы ждут жилья годами. Вот этот дом до сих пор не признан аварийным, хотя здесь прописаны люди. Жители одной из квартир переехали отсюда еще в 2010 году, когда случился пожар. С тех пор они не могут добиться квартиры ни по программе переселения, ни как погорельцы. Вот как он пригодный для жилья? Эта крыша вот рухнет. Администрация Мархи на момент пожара ничего Ирине Корешковой предложить не могла. 5 лет подряд она снимала жилье в ожидании. И совсем недавно узнала, что жилищные вопросы микрорайона передали окружной администрации. Они мне сказали, что все равно дом весь должен быть признан аварийным. По словам руководства Департамента жилищных отношений, Ирине Корешковой необходимо еще раз обратиться в департамент, так как квартиру ей выдать обязаны в любом случае. Здесь даже без признания дома аварийным, сам факт того, что жилое помещение непригодно для проживания, это является основанием для переселения в другое жилое помещение. Как отмечают в ДЖО, ситуацию усугубляет отсутствие маневренного фонда, которое должно отвечать всем требованиям благоустройства. Юлиан Бояркин, Роберт Набиев, Вести, Якутск.